В Ессентуках сегодня подвели итоги деятельности Министерства по делам Северного Кавказа в прошедшем году и обозначили главные задачи на 2018. В ходе коллегии министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов подчеркнул, что по основным направлениям социально-экономического развития округа наблюдается положительная динамика. Ну а по индексу промышленного производства, в частности, Ингушетия показала опережающие темпы развития. За прошлый период в субъектах СКФО реализовано 20 государственных программ и 14 инвестиционных проектов. Из важнейших задач на ближайшее будущее министр выделил несколько: снижение безработицы, решение вопроса дефицита кадров, ликвидацию трехсменной формы обучения в школах. Кстати, данную проблему Ингушетии удалось решить. Также Лев Кузнецов назвал приоритетным направлением развития регионов. Это привлечение частных инвестиций, наполнение бюджета субъектов округа. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров поблагодарил министерство за поддержку, особенно в строительстве объектов социального назначения. Введены в эксплуатацию 8 школ на 6 тысяч мест. В дошкольных учебных учреждениях созданы свыше 800 мест. И еще 1500 будут созданы в этом году. Руководитель республики также отметил, что в рамках развития государственной программы в Ингушетии завершено строительство завода по производству алюминиевого профиля, а в ближайшее время будут реализованы еще несколько крупных проектов, в том числе и в сельском хозяйстве. Как было уже отмечено, действительно индекс промышленного производства у нас достиг 102,7%. Это выше, чем среднероссийский показатель. При этом отрадно, что ряд субъектов, входящих в СКФО, это Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, здесь имеют более опережающую динамику, 115-108%. И я думаю, что эта планка для нас в целом принципиально важна, потому что именно такое опережающее развитие обеспечивает действительно возможность отвечать на те проблемы и бюджетов, и создания новых рабочих мест, и многие другие показатели, которые сегодня в СКФО присутствуют. Индекс сельского хозяйства 100,1%. Мы здесь с вами чуть ниже общероссийского показателя, но мы хорошо помним высокую планку 2016 года, которую мы достигли, но все равно тот потенциал, который мы имеем в сельском хозяйстве, то окно возможностей, те действительно сегодня приоритетная политика, которая уделяется этой отрасли, должна все-таки нас настраивать на более серьезные результаты. При этом еще раз подчеркиваю, что у нас с учетом вызовов продовольственной безопасности и того экспортного потенциала, который есть, для этого есть все условия. Рост валового регионального продукта за 2017 год 1,7%, индекс промышленного производства 15,6%, денежные доходы на душу населения 5,4%, среднемесячная заработная плата на 4,3%. Общая безработица у нас снизилась на 3,2% пункта. Хорошие показатели по инфляции, в том числе по округу, на уровне 2,7%. Самая высокая продолжительность, как вы сказали, Владимир, то есть мы входим уже вот в эту группу 80+. Но при этом, опять же, подчеркиваю, что все это, конечно, делается с колоссальной помощью, поддержки как Федерального центра в целом и как Министерство по делам Северного Кавказа. Мы не допустили за 3 года материнской смертности у нас по нолям и такое хорошее снижение по детской смертности. Введено в эксплуатацию за прошедший год 8 школ на 6 тысяч мест, и дошкольном образовании создано более 800 мест. В этом году мы с помощью Федерального центра Кавказа совместно эти проекты делаем. Отдельно хочу, Лев Владимирович, вам сказать особое спасибо вашей команде именно за поддержку и такое внимание к социальным проблемам и именно по школам и по дошкольным учреждениям. Мы выстроили очень хороший и слаженный механизм взаимодействия с аппаратом министерства по вопросам участия и реализации государственных программ, инвестиционной политики, развития туристического комплекса и многие другие. Значительную роль в дальнейшем развитии инвестиционной активности и обеспечении развития реального сектора экономики отводится мероприятиям в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Первый год реализации подпрограмм социально-экономического развития субъектов СКФО, в рамках которых за счет бюджетных средств оказывается поддержка инвестиционных проектов, показал свою высокую эффективность. В этом году мы уже по итогам прошлого года, только что сегодня мы открыли с Львом Владимировичем один из хороших таких предприятий. Его нельзя назвать крупным, но и он не средний.
хороший проект и более чем на втором этапе более 180 рабочих мест. Но самое главное, что здесь мы опять же реализуем ряд проектов и направлений, в том числе и которые озвучены в посланиях в госсоветах президента страны, это создание высокопроизводительных рабочих мест.